День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Возвращение домой. Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. В Якутске продолжает свою работу координационный центр по вопросам частичной мобилизации граждан. Порядок должен быть, и мы сделаем все возможное всем миром, как говорится, чтобы каждый мобилизованный чувствовал внимание и заботу нас, всех якутян. Какой страшный урок извлекла из трагедии в Ижевской школе система образования и как устроена система безопасности в школах Якутии? Система безопасности устроена на людях, которые работают. Это и ЧОПы, которые у нас стабильно работают уже продолжительное время, и дежурные администраторы, учителя, которые работают в школе. Реабилитационные центры Нерюнгри расширяют спектр оказываемых услуг. С сентября ими могут воспользоваться не только дети, но и взрослые. Но с нашим центром и взаимодействие с соцзащитой, я считаю, что это очень хорошая программа. Потому что сейчас мы начали курс, мы самые первые, уже 2 недели отходили. И вот я так думаю, что мы будем, наверное, 2-3 раза в год, если программа в дальнейшем будет действовать, и это очень хорошо. 2600 километров через 2 моря и 5 проливов преодолели якутские исследователи. Расскажем об этой уникальной арктической экспедиции. Очень сильно горжусь своим отцом. Он невероятный человек. Он тот человек, про которого снимают фильмы, про которого пишут книги. Когда у меня спрашивают, кем твой отец работает, я говорю, он путешественник в прямом смысле этого слова. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. Событие, важность и своевременность которого невозможно переоценить. В Российской Федерации отныне 89 субъектов. Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей накануне подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Перед подписанием договоров Путин выступил с речью о принятии этих территорий. Напомню, несколько дней назад в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Жители поддержали это решение абсолютным большинством голосов. Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации. Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. Глава республики Айсен Николаев прокомментировал подписание договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. По словам Илдархана, главные ценности российского народа – это единство и взаимопомощь. Граждане новых областей должны чувствовать поддержку всей большой семьи России. Глава подчеркнул, что наша республика уже вносит свой вклад, восстанавливая донецкий город Кировское. По словам Айсена Николаева, воссоединение освобожденных территорий с Россией открывает новый этап в судьбе Родины, укрепит единство и суверенитет.
Тем временем продолжается частичная мобилизация. Кого она коснется, как будут оповещать и уже оповещают подлежащих мобилизации россиян, и какие ограничения начинают действовать для резервистов, расскажем более подробно. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. По мобилизации будут призывать граждан, которые отслужили в армии, у которых есть военно-учетная специальность и боевой опыт. Код военно-учетных специальностей, воинское звание и категория учета указаны в военном билете в разделе «Служба в запасе», а также во вкладыше «Мобилизационные предписания». После набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку. Уровень денежного содержания призванных по мобилизации будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту, от 205 тысяч рублей в зависимости от должности. При этом контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения. Также 21 сентября вышел приказ военного комиссара Республики Саха-Якутия. Согласно документу, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие постоянно на территории республики, вызванные в военные комиссариаты, получившие персональные повестки, имеющие на руках мобилизационные предписания военных комиссариатов, улусов и городов Якутии, должны явиться в установленные сроки в военные комиссариаты, указанные в повестке. Помимо этого, офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повестку военных комиссариатов, выезд за пределы района города временно запрещается. Право на отсрочку частичной мобилизации имеют забронированные органами власти как необходимые для их функционирования, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, признанными нуждающимися в таком уходе, либо являющимися инвалидами первой группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель и имеющие на иждивении 3 детей в возрасте до 16 лет, матери призываемых лиц, имеющие кроме них 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывающие их без мужа, студенты, обучающиеся в вузах, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Также в приказе написано, что граждане, не явившиеся в указанные им сроки и пункты, также их руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, препятствующие своевременной явке граждан от мобилизации, несут ответственность в связи с законодательством Российской Федерации. Ну а для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации запущена горячая линия 122. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Получить информацию можно не только по телефону горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства, сайт объясняем.рф. Ну а в Якутске продолжает свою работу координационный центр по вопросам частичной мобилизации. Напомним, что он был открыт 27 сентября Общественной палатой республики по заданию главы региона Айсена Николаева. Стоит отметить, что такого рода координационный центр единственный по всей стране. Подробности расскажет Светлана Амосова. Координационный центр республики ежедневно работает с гражданами по вопросам частичной мобилизации. Инна Иннокентьева, уроженка Среднеколымского района. По словам женщины, ее брата призвали ошибочно, так как он не годен по состоянию здоровья. Не успели собрать справки. Хорошо, что здесь открыли центр. Вот, составили заявление, ждем ответа. Центр работает по 3 направлениям. Первое – это пункт приема и обработки посылок для мобилизованных граждан. Штаб развернут по адресу Орджоникидзе, 10 в актовом зале. Он действует ежедневно, без выходных.
поддержали сейчас подросток, поликлиника номер 3 и другие и частные лица. Я призываю всех тоже подключиться к сбору дополнительной экипировки. Помимо этого, на Курашова 24 в 401 кабинете общественники осуществляют прием заявлений по вопросам, касающихся частичной мобилизации. После их оформления все письма направляются в военный комиссариат республики и в военную прокуратуру Якутского гарнизона. Все члены нашей палаты будут принимать посильное участие, потому что мы считаем, эта работа очень важна. Сегодня, например, принято более 20 заявлений. Поток наших людей идет, и заявления разного характера. Есть ошибочно, возможно, призванные, это и многодетные отцы, и по состоянию здоровья. При заполнении заявления желательно иметь на руках копию паспорта и военного билета. Если по состоянию здоровья, то еще и медицинские выписки мобилизованного. Также в центре оказывается психологическая помощь гражданам от Центра социально-психологической поддержки молодежи. Порядок должен быть, и мы сделаем все возможное всем миром, как говорится, чтобы каждый мобилизованный чувствовал внимание и заботу нас, всех якутян. Консультацию по вопросам частичной мобилизации также можно получить по телефону 507-363. А направить заявление электронно можно на адрес почты, который вы видите на ваших экранах. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Пункты сбора помощи мобилизованным работают по всей республике. Так, в Хангаласском Улусе идет сбор гуманитарной помощи мобилизованным землякам. Пункт сбора развернули в городе Покровске в Центре культуры Саргы-Тюсюльгетте. От населения и организаций принимают медикаменты, не портящиеся продукты питания, теплую одежду и мелкую технику, например, портативные аккумуляторы. Сбор был объявлен буквально несколько дней назад. Есть первые благотворители. Это Совет депутатов города Покровска. Они закупили лекарства. А школа-сад микрорайона Звероферма привезли коробки с едой и бытовыми принадлежностями. Помимо сбора гуманитарной помощи в районе принимаются и другие меры по поддержке мобилизованных и их близких. В районе создана комиссия по поддержке мобилизованных и их семей. Первые вопросы, конечно же, это материальная помощь, психологическая помощь и иная дополнительная помощь. Сейчас администрации поселений отвечают на опросник, созданный психологами, который нам покажет проблемы каждой семьи мобилизованного. И в Наслигах создаются волонтерские группы, возможно, даже тимуровские команды, которые своевременно окажут необходимую помощь каждой семье мобилизованного. Амгинский район также не остается в стороне и оказывает помощь всем мобилизованным. С 27 сентября на базе Центра социально-психологической помощи начал работу волонтерский штаб по сбору гуманитарной помощи. По инициативе общественников создан общий фонд, куда желающие могут отправить и денежную помощь. На днях к сбору присоединились и женские организации Амгинского района. В пункт гуманитарной помощи организации и предприятия всех наслегов активно приносят вещи первой необходимости, бытовую химию и не портящиеся продукты. Также центр оказывает необходимую психологическую помощь всем нуждающимся. Здесь принимаются вещи, теплые вещи, там термосы, рюкзаки. Но первая необходимость. И кроме этого теплые вещи. То есть это термобелье, там носки, перчатки, может быть, да. Переживаем, поэтому все также морально, неморально, допустим, материально, да, тоже помогают. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Международный день пожилых людей в этом году отмечают 1 октября. Дата призвана обратить внимание общества на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Этот день был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1991 года. На сегодняшний день в Якутии проживают более 153 тысяч граждан старшего поколения, в том числе 25 участников Великой Отечественной войны.
Глава Якутии Найсен Николаев поздравил людей старшего поколения с этим праздником. Он отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения людям, которые своей жизнью, своим самоотверженным трудом создали современную Якутию, ее экономическое могущество и духовный потенциал. Наш долг – обеспечить достойную жизнь людям старшего поколения. Это является приоритетной задачей государственной социальной политики республики. В Якутии ежегодно строятся новые объекты социального назначения. Доступнее становится широкий спектр социальных услуг. Айсен Николаев также добавил, что особое внимание руководство республики уделяет вопросам сохранения здоровья пожилых граждан и активно внедряются различные формы в поддержку активного долголетия. Внимание к старшему поколению все-таки должно уделяться на постоянной основе. И помимо базовых потребностей, граждане элегантного возраста больше всех нуждаются в общении и развлекательных программах. В пансионате «Счастье» вместе с сотрудниками Национальной библиотеки республики тоже отметили День пожилых. Подробности у Надежды Саханской. Главное, ребята, сердцем не стареть. В рамках мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, сотрудники Национальной библиотеки Якутии организовали традиционное праздничное мероприятие в пансионате «Счастье». Библиотекари провели увлекательную викторину с призами и концерт. Праздник состоялся в рамках проекта «Библиомобиль. Библиотека без границ», главная цель которого – культурная социализация пожилых людей и постояльцев домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Проект «Библиомобиль» был запущен еще во времена пандемии, как доставка книг для маломобильных граждан, для пожилых людей. А в 2021 году проект был поддержан Фондом президентских грантов России. И с момента расширения сейчас это большой проект, который доставляет книги не только поадресно, но и работает напрямую с пансионатами и домами-интернатами. С момента запуска было обслужено около 5000 человек и доставлено более 3500 книг. Подарить частичку доброты и внимания несложно, зато отдача, получаемая от гостей мероприятия, высшая награда. Библиотека ваша приезжает уже два раза к нам приезжала. Мы вам очень благодарны от всей души. Постояльцы очень хорошо читают, и им это очень нравится. Мне очень нравится петь, и я, главное, не стесняюсь, и человек должен быть активный везде. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. В целом, за период реализации проекта «Библиомобиль» было проведено 14 мероприятий. После пансионата «Счастье» праздник будет проведен в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова. Надежда Саханская, Галина Кутугутова, Якутск. Тем временем якутские пенсионеры успешно приняли участие в 7-й спартакиаде пенсионеров России. С 27 по 29 сентября в городе Тольятти Самарской области прошел финальный федеральный этап спартакиады. Всего в нем приняли участие представители 74 регионов по таким видам спорта, как легкая атлетика, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и плавание. Команда нашей республики в данном соревновании участвует во второй раз. В 2019 году якутяне заняли 53 место, в этом году уже 17-е. В личном зачете Прокопий Петухов из Знамского улуса завоевал 2-е место по пулевой стрельбе, а Марфа Дьячковская из Якутска заняла 3-е место по шахматам. Состав был очень сильный. Вначале я думала десятку попасть, а потом первый день я когда сыграла, из 4 партий 3,5 взяла, да, я подумала, что можно и в 3-ку попасть, буду стараться, подумала. Получилось, что очки равные, которые 1, 2, 3, по системе Бухгальца я на 3-м оказалась. Реабилитационные центры Нерюнгри расширяют спектр оказываемых услуг. С сентября услугами ДЦП-центра и центра СУВАК могут воспользоваться не только дети, но и взрослые. Подробнее о новом направлении в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья расскажут наши коллеги из Нерюнгри.
После того, как подопечным Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Сувак» исполняется 18, они остаются без поддержки, которая им по-прежнему необходима. Теперь программы реабилитации доступны как для взрослых с ментальными нарушениями, так и для их опекунов. Будут работать с ними специалисты из нашего штата, отдельно психологи, дефектологи, воспитатели. Разработаны у нас программы по вот этому направлению работы с инвалидами, со взрослыми. В общем-то, мы готовы к принятию. Чтобы попасть в центр «Сувак», необходимо обратиться в управление соцзащиты, собрать документы по списку для оформления квоты и после получения квоты прийти в центр. Мы будем принимать пока по 10 инвалидов в заезд. То есть у нас остается 77 детей и 10 взрослых. Для них подготовлено отдельное помещение. Будут работать с ними специалисты из нашего штата, отдельно психологи, дефектологи, воспитатели. Разработаны у нас программы по вот этому направлению работы с инвалидами, со взрослыми. В общем-то, мы готовы к принятию. Конечно, мы пока, поскольку это новый вид деятельности, мы пока будем просто присматриваться, как это все будет происходить, и, естественно, будем дальше развивать потом свою деятельность, уже исходя из того контингента, который придет к нам. В основном программа направлена на социализацию и обучение бытовым навыкам, чтобы подготовить лиц с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Подопечные центра смогут обучиться элементарным навыкам, например, как пользоваться холодильником, микроволновкой, чайником или электроплитой. Пользоваться посудомоечной машиной не могу даже я, а у них такая возможность появится. Руководитель физического воспитания Юлия Калиманова 5 лет работает в центре с детьми. За это время тысячи ребят прошли через ее руки. В год около 1000 детей. Ну, я не считала сколько, но уже на взгляд я запоминаю их, где-то видим и здороваемся, и очень рада, что идет динамика, к выздоровлению. И, собственно говоря, для этого мы здесь и трудимся. Вот. Сейчас Юлия с нетерпением ждет новых подопечных. Для них она уже разработала отдельную программу. Я пишу для них специально адаптированную программу, в которую входит туризм для того, чтобы социализировать взрослых инвалидов к нашей окружающей среде. А также в эту программу включается общая физическая подготовленность, которая необходима и важна не только им, но и всем, им в их случае обязательно. Это для того, чтобы они гармонично развивались, и как физически, так же и умственно, потому что это все включает в себя, это полностью весь наш кругозор. А во-вторых, еще в мою программу включается также занятия на фитбол-гимнастика, в общем. И чему я буду очень рада, если уважаемые наши дети, наши уже подрастающие поколения, взрослые, инвалиды приедут к наш центр, и я буду очень рада их ждать, очень рада буду их видеть, и буду рада с ними заниматься. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с 12 сентября уже начал прием взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но с нашим центром и взаимодействие с соцзащитой, я считаю, что это очень хорошая программа, потому что сейчас мы начали курс, мы самые первые, уже 2 недели отходили, и я так думаю, что мы будем, наверное, 2-3 раза в год, если программа в дальнейшем будет действовать, и это очень хорошо. Сейчас в ДЦП-центре проходят реабилитацию 8 человек. С пациентами работают врачи-ортопед, невролог, физиотерапевт, окулист, психиатр, врач ЛФК и терапевт. В будущем вся программа реабилитации взрослых будет скорректирована по мере запросов. Но уже сейчас центры ждут своих новых подопечных и приглашают тех, кто нуждается в их поддержке. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Обследование эндокринолога для женщин старше 50 лет провели на этой неделе врачи Якутской республиканской клинической больницы. В рамках акции десятки женщин бесплатно прошли медицинский осмотр. Продолжит Галина Чекурова. К акции, приуроченной ко Дню пожилых, допускались женщины, носящие гордый статус бабушки. Осмотр провели 5 специалистов узкого направления. Сегодня будут проходить осмотр врача-эндокринолога, сбор анамнеза, выявление эндокринных патологий посредством опроса,
пальпации, перкуссии, ну и других медицинских навыков. Плюс они будут сдавать определенные анализы, которые выявляют самые распространенные в нашей республике заболевания, такие как заболевания щитовидной железы и сахарного диабета. В общей сложности осмотр врачей прошли 40 женщин. Они отмечают, что благодаря подобным акциям люди могут своевременно выявить патологию и начать лечение на ранней стадии. Анализы сдаю, и УЗИ, и все это мероприятия. Все бесплатно. Благодарю поликлинике эндокринологическую и за заботу старшего поколения. Это не первая акция бесплатного осмотра в рамках Года матери. Так, 27 мая, в День щитовидной железы, прошли осмотр мамы многодетных семей. Тогда акция охватила 30 женщин. Организаторы планируют продолжить проводить бесплатные обследования. В этом году вторая акция, и мы еще планируем в ноябре ко Дню матери провести такую же акцию и для студентов СУЗа, чтобы уже заранее для девушек-студентов позаботиться о своем будущем здоровье. Врачи призывают людей чаще проходить обследования, так как сахарный диабет не имеет никаких симптомов, а выявить патологию возможно только с помощью специалистов. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. В начале недели всю страну потрясла страшная трагедия. В результате стрельбы в школе Ижевска погибло 17 человек, среди них дети. При этом охрана, по заявлению местных властей, работала в школе круглосуточно. О том, какой страшный урок извлекла из этого случая система образования и как устроена система безопасности в школах Якутии, смотрите в материале Петра Васильева. Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу номер 88 напал ее бывший выпускник, вооруженный 2 пистолетами. Мужчина убил охранника и стал стрелять по всем, кого видел. Его жертвами стали 17 человек, среди них дети и учителя школы. Нападавший покончил с собой в одном из классных помещений. Тут ФСБ работает. Запрещенное в России так называемое движение «Колумбайн» в Ижевске вызвало новую волну озабоченности безопасностью школьников. Как показал случай в школе 88, наличие охраны не панацея. Нужны дополнительные меры. Наша съемочная группа решила выяснить, как обстоят дела в самых крупных школах столицы республики. В ряде из них нам отказали, ссылаясь на занятость ответственных лиц или внеплановые проверки. А в некоторых и вовсе признались, что из системы безопасности только щеколда на дверях. Однако нашлись и тех, кому нечего скрывать. Например, школа номер 5. 1500 учеников и меры безопасности здесь, соответственно, беспрецедентные. Система безопасности устроена на людях, которые работают. Это и ЧОПы, которые у нас стабильно работают уже продолжительное время, и дежурные администраторы, учителя, которые работают в школе. Все детей и работников знают уже в лицо. И если попадет в школу или родитель, посторонний человек, он уже определяется. Работает система видеонаблюдения, также дежурный администратор сразу решает, кому, для чего пришел гость. Еще одна крупная столичная школа, номер 26. Здание по всему периметру ограничено забором от въезда нежелательного автотранспорта. На входе журнал посетителей и бдительная охрана. Но это еще не все меры. Видеть то, что происходит внутри здания, охране и руководству школы помогают 25 камер видеонаблюдения, расположенных на всех этажах школы. Но для большей безопасности глаза необходимы и снаружи. И они есть. По всему периметру здания установлены еще 7 камер постоянного видеонаблюдения. Однако специалисты школы обеспокоены еще одной проблемой. В нескольких сотнях метров от здания находится так называемая наливайка – пункт продажи алкогольных напитков. С нетрезвыми посетителями алкоточки сталкиваются и дети, выходящие из школы после уроков. Вчера я разговаривала с детьми, с младшими классами, девочки мне тоже жаловались, что когда они идут в школу, это скопище граждан начинает клянчить деньги, то есть мало того, что они занимаются распитием. И минимизировать риски – это наша обязанность, и прежде всего
контролирующие органы, прежде всего государственные структуры, должны обратить на это внимание. Безусловно, случившееся в Ижевске повлечет за собой ряд проверок систем безопасности. При этом, как отметили в Миноборнауки Якутии, ответственность за детскую безопасность в школе лежит на учредителе. Это полномочия муниципальных образований, учредителя. Учредителя муниципальных образований – это главы районов. Мы направляем письма, проводим совещания, ставим требования и так далее, чтобы они какой-то срок они исполняли, приобрели и так далее. И время от времени проверяем, работу проводим. А работу, они обязательно должны быть установлены кнопкой тревожной сигнализации. Ижевская трагедия не первая, но очень хочется, чтобы она была последней. И стала уроком всем, кто отвечает за безопасность детей. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске в школе номер 3 с углубленным изучением английского языка также действуют все необходимые меры. И учет посетителей, и турникеты, и камеры видеонаблюдения. Уровень безопасности отмечают и родители, и ученики. Я считаю, что меры безопасности достаточно серьезные. В школах нашего города металлический забор вокруг каждой школы у нас установлен. Камеры наружного наблюдения и внутри школ. Потом металлоискатели в школах стоят, рамки. И обязательно на входе встречает охранник. То есть мимо просто так не пройдешь, обязательно запишут, в какой организации вы работаете, фамилия, имя, отчество. Я считаю, что на достойном уровне защита в наших школах. Может быть, добавить еще охраны, несколько человек, чтобы было. И, тревожная кнопка, не знаю, кстати, есть она или нет, наверняка есть. Если нет, то добавить тревожную кнопку. И к другим темам. С июня этого года по поручению главы региона Айсена Николаева была увеличена сумма вознаграждения приемным родителям. В Хангаласском улусе данная мера коснулась 13 семей, в том числе которых семья Ксенофонтовых из села Актемцы, в которой воспитываются 9 детей, из них 7 приемные. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Семью Ксенофонтовых очень хорошо знают в Хангаласском улусе. Мама Светлана – председатель общественной организации по развитию семей «Джол Уята», педагог-психолог районного центра содействия семейному воспитанию. Отец Владислав – реставратор мягкой мебели, занимается разведением домашней живности и пчеловодством. Но самое главное – их призвание – родительство. У нас 9 детей, 7 которых приемные, 2 свои. У нас 2 студентов и все школьники. Самая младшая в 2 классе учится, ей 8 лет. Одно из главных правил воспитания Ксенофонтовых – поддержка интересов и талантов детей. Например, один из сыновей увлекается химическими опытами, выращивает кристаллы из соли. Ему приобретают необходимые материалы, находят обучающие видео в интернете, просят провести мастер-классы своим братьям и сестрам. В общем, создают творческую атмосферу для ребенка. И таким образом Ксенофонтовы вкладываются духовно и материально в каждого своего ребенка, неважно, родного или приемного. К слову, за воспитание приемных детей они ежемесячно получают вознаграждение, размер которого увеличился с этого лета. Увеличение вознаграждения приемным семьям где-то 2 раза. И это в рамках Года матери приемные семьи приняли с таким вдохновлением и радостью, так как это повышает их стимул и развитие детей в целом. Вознаграждение для нас, то, что превысили 2 раза, это для нас очень большая помощь. И это даже нам поможет вкладывать в интересы детей и будем больше развивать своих детей. Если говорить цифрами, то ранее сумма вознаграждения составляла 6401 рубль. Сейчас 12802 рубля. Для арктических районов размер вознаграждения был 7169 рублей. Стал 14338 рублей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В целом по стране участились случаи кибермошенничества. Злоумышленники продолжают придумывать все новые схемы обмана доверчивых людей. О ситуации с киберпреступностью в Якутии, о популярных методах и о том, как обезопасить себя. Смотрите далее. За 8 месяцев текущего года ущерб от действий кибермошенников составил 164 миллиона рублей. Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается существенное снижение количества дистанционных хищений.
За 8 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано порядка 1477 преступлений, связанных с дистанционным хищением. В прошлом году такая цифра составляла 1678 преступлений. Вот. Ну, мы видим, что у нас идет снижение регистрации благодаря бдительности населения и благодаря профилактическим мерам, которые мы проводим. Ущерб за 8 месяцев текущего года у нас составил 164 миллиона. В прошлый период, 8 месяцев 2021 года, у нас было 210 миллионов. То есть ущерб у нас тоже гораздо меньше значительный. Это связано с тем, что у нас увеличилась безопасность банков. Как отмечают специалисты, основная категория потерпевших – это женщины от 30 до 40 лет. Звонки мошенники чаще всего совершают в период от 18 до 20 часов. Особой популярностью мошенников пользуются 3 схемы. В республике преобладает тип дистанционного мошенничества, при котором преступники представляются работниками банковских структур, правоохранительных и иных органов власти. Также преобладает схема, при котором люди, сидя в различных интернет-порталах бесплатных объявлений, покупают товары и услуги, производя при этом полную предоплату. Также распространена схема, при которой пользователям интернета обнаруживают рекламу инвестиционных проектов, торговых площадок, брокерских компаний с обещанной высокой доходностью. С помощью различных техник и методов социальной инженерии оказывается психологическое давление, при которых люди самостоятельно переводят денежные средства на различные банковские карты, которые предоставляют преступники. Так, житель Нерингри лишился около 2,5 миллиона рублей. Ему позвонила девушка и, представившись оператором банка, сообщила, что в отношении мужчины могут совершаться мошеннические действия. Собеседница переключила пострадавшего якобы на специалиста финансового отдела. Тот рекомендовал якутянину перевести денежные средства на безопасный счет. Пострадавший перевел деньги и стал жертвой злоумышленников. Специалисты отмечают, чтобы обезопасить свои денежные средства, достаточно придерживаться простых правил. Мерами предосторожности является самое главное, это при работе с приложениями придерживаться простых правил информационной безопасности, быть бдительным при работе в интернете, создавать сложные пароли, не переходить на подозрительные сайты, внимательно изучать содержание ссылок на известные сайты, так как можно попасть на так называемые фишинговые сайты. А в случае интернет-мошенников просто вбить в поисковик заинтересовавший вас ресурс и найти реальные отзывы. Брокерские конторы можно проверить через сайт Центробанка, также воспользоваться поисковыми системами на поиск отзывов. Также рекомендую пользоваться антивирусными приложениями и специальным программным обеспечением, позволяющим определять мошеннические номера, интернет-сайты и так далее. В целях профилактики правоохранительные органы на постоянной основе проводят различные мероприятия по информированию населения о киберпреступлениях и способах обезопасить себя и свои денежные средства от мошенников. Галина Чекурова, Григорий Николаев, Якутск. Продолжим подводить итоги недели буквально через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем программу. Якутия все чаще становится первопроходцем в области отечественного производства. Так, компания «Саха Кемпер» планирует запустить в производство зимнюю модель домика на колесах. Наш корреспондент Саргалана Неустроева побывала на производстве. Идея создания своего производства домиков на колесах пришла к Маркелю Буртахову еще в студенчестве. Именно тогда Маркель загорелся романтикой кемпинга и походов в надежде развить данную отрасль туризма по всей республике. Начали мы производство 2019 года. В городе Якутске в технопарке создаем дома на колесах, называемые кемперы, каплевидной формы, класса мини. Это самая маленькая модель якутского кемпера. Однако, несмотря на небольшие размеры, данный прицеп достаточно функционален. Здесь имеется небольшая спальня со шкафчиками, холодильник и даже кухня. При этом, по словам производителей, что немаловажно, данный прицеп был проверен якутским бездорожьем и проехал уже порядка 8000 километров. Впереди у компании множество планов. Один из них – начало производства зимних кемперов. Это будет единственный в своем роде уникальный домик на колесах. При этом будущему развитию компанию не помешают даже санкции. У нас производство основано на сырьевом, и мы
В 95% делаем все сами. Ничего не покупаем, мы лишь покупаем только там мелкие вещи, которые там саморезы, болты, гайки. И основное производство все делаем сами. Сегодня компания является единственным производителем кемперов на Дальнем Востоке. По России же таких производств всего около 5. Наш же отечественный продукт, как уверяют представители компании, может потягаться с ними не только в цене, но и по функционалу и надежности. В конце концов, каждая модель домика на колесах проходит тест-драйв по Якутии. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. За год и 4 месяца на якутских лошадях пройдено более 11 тысяч километров. Пересечено 17 регионов страны. Об экстремальном конном переходе от полюса холода до белокаменной и выносливости якутских лошадей рассказали в фотоработах. Выставка открылась в Московском доме национальности и посвящена 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства и столетию якутской автономии. Всего в экспозиции представлено 30 фотографий, расставленные по хронологии. Они рассказывают о путешествии якутских коневодов Дугуйдана Винокурова, его зятя Мичила Неустроева, а также 9-летнего сына Дархана Винокурова. На протяжении всего пути коневодов встречали местные жители. Их гостеприимство и теплые объятия встреч также запечатлены на фото. Написано было на фотографии, что самый вкусный корм для коней – это зеленая трава в Тюменской области. Это край болот, край лесов. Здесь много воды, здесь много живности, здесь трудолюбивые люди. И, оказывается, и трава тоже вкусная. Это уникальный переход, он первый, подобных переходов не было. И я знаю, что ранее, еще в 19 веке, в позапрошлом веке, был переход, конный переход из Якутии. Он завершился в Санкт-Петербурге, тогда в столице Российской империи. Поэтому вот тот переход, о котором мы сейчас говорим, который завершился в Москве, это уникальный, не имеющий в своей истории аналогов. А вот 2600 километров, правда, через 2 моря и 5 проливов преодолели якутские исследователи. В историческом парке «Россия. Моя история» на этой неделе состоялась встреча с участниками экспедиции на остров Беннета под руководством председателя якутского отделения Российского союза спасателей Николая Находкина. Об увлекательном приключении и новых научных открытиях узнала Светлана Амосова. В российской Арктике есть удивительный остров – остров Беннета. Это самая северная часть Булунского улуса Якутии. Так сложилось, что экспедиция состоялась в 2 этапа. В 2020 году она была приостановлена из-за погодных условий, но на этот раз все получилось. И когда вот мы все-таки вот встали на воду и пошли, даже вот это первое чувство, что мы на море, все-таки мы сделали это уже маленькая победа была. Но когда через несколько дней мы оказались на острове Беннета, вот эти чувства, я не знаю, я никогда в жизни такого не испытывал. Но вот лично у меня, я думаю, что у всех участников команды, других, я чувствовал себя, как будто я в каком-то приключенческом фильме нахожусь. Это вот искренне так смотришь, вот он остров, он из тумана поднимается. То есть и мы понимаем, что мы дошли, хотя это даже не полдела, это треть дела. Основной миссией исследователей стало создание спасательного депо, которое может служить и научным стационаром, чтобы в дальнейшем была возможность проведения комплексных и регулярных научных исследований. Участники на острове установили якутское серге, православный крест, и за 2 дня построили балаган. Более того, впервые собран гербарий. Он уже передан в Ботанический институт Санкт-Петербурга. Существует вероятность, что ученые нашли новые подвиды растений, а также взяты гидробиологические пробы воды. Берем пробу вот на таких пробирках, и чтобы узнать количество микроорганизмов в воде. Научные работы велись несмотря на шторма и сложные бытовые условия. По итогам комплексной экспедиции подтверждена необходимость серьезного изучения и создания сети сейсмонаблюдений для предупреждения цунами в Арктике. В последнее время, конечно, привлекли космические снимки из окрестностей острова. Время от времени выходят огромные шлейфы то ли газа, то ли дыма. Но этот вопрос еще не исследован.
видимо, есть большая активная сейсмическая деятельность. Впервые в мире на надувных катамаранах якутские первопроходцы достигли островов Большой, Малый Ляховский и архипелаг Анжу. Членам экспедиции удалось то, что до них еще никто не делал – пройти более 800 километров по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю, которые считаются одними из сложнейших для мореплавания. Об этом, обо всем участники экспедиции рассказали во время встречи в историческом музее «Россия. Моя история». Жена и дети Николая Находкина, главного организатора и руководителя экспедиции, пришли поддержать и еще раз послушать истории отца. По словам дочери, Николай Александрович к путешествию готовился много лет. Очень сильно горжусь своим отцом. Он невероятный человек. Он тот человек, про которого снимают фильмы, про которого пишут книги. Когда у меня спрашивают, кем твой отец работает, я говорю, он путешественник в прямом смысле этого слова. Поддержка родных и близких в таких моментах бесценна. На протяжении всей экспедиции через каждые 2 часа сын Николая связывался с ним, а жена перед отплытием по якутским поверьям испекла благословенные оладьи. В день папиного отъезда маминой главной миссией была, одной из главных миссий, сделать много оладий. И там просто целый мешочек у них был. И мама дала наказ такой, вы ешьте чуть-чуть, но так в целом на бинетто положите, главное, чтобы было. И фотоотчет отправьте. Как рассказывает оператор экспедиции Игорь Ермаков, больше всего его удивили дикие животные, которые встретили их на острове. Впечатлили мишки. Он сразу нас встретил, мы только приплыли, сразу Мишка спускается, нам говорит привет там издалека. И каждую ночь я спал в ожидании, что проснусь от того, что он нюхает мою голову там где-то через тент. Но я внутри успокоился, и все равно это волнение ничему не поможет. И так получилось, что они нас 2 дня не трогали, потому что их там оказалось как минимум 2. И вот под конец, когда мы уже уезжали, пришел один нам сказать пока, ребята, пришел второй, но мы уже убежали от второго, там было, он выглядел опасно достаточно. Конечно, я впервые в жизни видел таких вот диких животных, белого медведя. Я считаю, что это один из уникальнейших видов животных, которые мало кому из людей, кроме как в зоопарке, в такой природе, в дикой, можно увидеть когда-нибудь. Долгожданное путешествие для якутских исследователей завершилось успешно. По итогам комплексной экспедиции к Новому году будет выпущен фильм о том, как наши земляки добрались до острова Беннета и исследовали нетронутые земли. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. День за днем. В столице республики открыли новый арт-объект, посвященный 390-летию столицы региона. Участники креативной студии iArt за 1,5 недели преобразили конструкцию бизнес-центра на берегу Талого озера. Проект был сделан по программе «5 шагов для городов» по изменению городской среды, который войдет в общий регистр и будет нести культурную ценность. Автором макета является графический дизайнер Юлия Матвеева. Длина мурала составляет 46 метров. Картинки на арт-объекте структурированы в историко-хронологическом порядке архитектурных объектов города Якутска. По силуэтам можно понять, где эти места располагаются. Как отметили авторы проекта, художникам пришлось рисовать в осенних условиях на улице. Проделана очень трудоемкая и кропотливая работа. Каждый объект, он отображает свою историю той эпохи. И, соответственно, мы понимаем, что к чему история двигается, с чего начиналась. Это на самом деле действительно вдохновляет, воодушевляет, потому что мы видим, что к нынешнему времени мы приходим к большим архитектурным, профессиональным, компетентным, очень красивым решениям, за что мы очень уважаем. Якутянка вошла в 10 лучших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы 10-кратной чемпионки мира Ольги Капрановой. Дарья Христофорова, входящая в сборную Якутии по художественной гимнастике, в личном зачете заняла 7-е место на этом первенстве. По сумме всех очков республика находится на 6-м месте. Соревнования являются уникальными, ведь у спортсменок есть редкая возможность отобраться на всероссийские соревнования, на первенство и чемпионат России. В этом году старты прошли по новым, усложненным правилам. Специалисты называют их эталонными. Именно по ним в свое время соревновались Алина Кабаева, Ольга Капранова и многие другие знаменитые гимнастки.
Завершилось первенство республики по футболу среди команд возрастов 2008-2009 годов рождения. Соревнование было приурочено столетию якутской автономии и 390-летию столицы. Всего приняли участие 5 команд. Это 100 воспитанников из футбольных клубов Якутска и Мегино-Кангаласского района. Юным футболистам вручили кубки, медали, ну а самые отличившиеся игроки удостоились номинации «Лучший игрок», «Вратарь», «Защитник», «Полузащитник», «Нападающий» и «Бомбардировщик». С явным преимуществом первая команда юношей республиканской футбольной школы одержала победу. Второе место заняла вторая команда этой же школы. И на третье место вышел детский футбольный клуб «Динамо». Для детей этого возраста это первенство вообще необходимо, потому что со следующего года этот возраст будет принимать участие в всероссийских соревнованиях юношеская футбольная лига по Дальнему Востоку. Вот сегодня как раз наши команды 2007 и 2006 года рождения сейчас играют, они выступают во Владивостоке. И вот как раз полчаса назад команда 2007 года рождения выиграли краевую спортивную школу Олимпийского резерва города Владивосток со счетом 3-0. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.